Они умирают стоя, спиной опираясь на землю, носом дырявя небо. И даже не стоя как-то, а как бы так зависая, тела их вокруг планеты растягиваются длинно. Тела их вокруг планеты растягиваются длинно. Растягиваются длинно, растягиваются длинно. И пальцы ног достигают макушек голов бывает, а в головах только небо вокруг и снаружи тоже. И небо так постепенно сквозь тело у них проходит. А впрочем, я не о смерти, а о таком процессе взаимопроникновения небесного и земного. Небесного и земного, небесного и земного. Живой он плодиться может, а мертвый ничего не может. Поэтому мертвых в землю, в реку или по ветру, или еще куда-то, но только не надо в небо. В небо летят живые летчики-космонавты. В небо летят живые летчики-космонавты. Летчики-космонавты, летчики-космонавты. Кто космонавта видел, тот вовек не забудет. Руки у космонавта толстые, как сосиски, а голова без шеи, только с одним лишь глазом. Глаз этот не моргает, крыльев и вовсе нету. Как же он, блядь, летает? Это вообще загадка. Как же он, блядь, летает? Как же он, блядь, летает? О космонавтах можно много всего поведать. Все они вроде люди, только гораздо лучше. Все они как живые, только еще живее. Небо у них под кожей, небо у них на лицах, небо в руках и в теле. Даже на небе небо, даже на небе небо, даже на небе небо. Я космонавтом не был, я космонавтом не был. Не был я президентом, не был контрабандистом, не был артистом цирка и педерастом не был. Не был собакой Динго, не был специалистом, профессионалом не был, не был ничем и кем-то. Чем же я лучше мертвых, чем лучше космонавта? Если еще не умер, если и не родился, чем же я лучше мертвых, чем лучше космонавта? Если еще не умер, если и не родился.